На учебу как на праздник. Это точно про семью Цычоевых. Танцы, вокал, лепка из глины. С появлением в селе Дома культуры ребят практически невозможно застать дома, рассказывает Рая Цычоева. У меня 3 детей ходят сюда на кружок хореографии и кружок лепки. Мы очень довольны. Дети изменились, занимаются. Я очень довольна, что построили вот такой дом культуры у нас, что ребенок может прийти в свободное время, провести здесь некоторое время. Например, здесь есть библиотека. Вот задают домашнее задание, дети быстро сюда прибегут, возьмут какую-то книгу, то, что им нужно, материал, занимаются. А так приходилось ходить в то село, брать с библиотеки книги. Вот даже в свободное время дети бегали на улице, а сейчас могут сюда спокойно прийти, посидеть, общаться с ровесниками, читают в библиотеке, занимаются. Мои дети очень довольны. Мы вот, когда приезжают вот артисты со своей программой, тоже приходим, сидим, развиваемся, тоже интересно смотреть, слушать. Игры в компьютере и смартфоне, на уроке вокала променяла им Мадина Цурова. Девочка всегда мечтала стать певицей, только заниматься распевками ей было негде. Зато сейчас она идет к своей мечте под руководством опытного педагога. В группе вокала обучаются 20 ребят, разучивают национальные песни, учатся игре на синтезаторе. Пока не все попадают в ноты, но главное – это желание. Сейчас моду покажу. На дефиле походкам, а это грациозно. В платьях от кутюр я выгляжу серьезно. Люблю шляпы и сережки, каблуки и босоножки. Я пою не под фонограмму, мы поем вживую. Работа кипит и в кружке декоративно-прикладного искусства. Лепить пусть не голливудские холмы знаменитого Пол Дея, а для начала пейзажи. Здесь учатся те, кто и говорить еще толком не умеет. Самому младшему художнику в группе 4 года. Правда, сегодня он остался дома. Руками юных мастеров оживают самые разные истории. Одна из них создается на наших глазах. Адам Цычоев уже решил, чем закончится его картина. Ингушские башни мы собираем, травы, орлы. Отдельные комнаты разукрашиваем их из глины. Мне нравится сюда приходить, тут очень приятные люди. И мы тут ходим на танцы, на лепку и занимаемся. Талант воспитанников ДК селения Зязиков-Юрт заметили в Республиканском доме народного творчества. Оттуда ребятам поступил заказ – подготовить поделки ко дню рождения столицы Ингушетии. Их работы будут представлены во время открытия музея в Башне Согласия. Руководит процессом создания всех шедевров опытный мастер по лепке Юсуп Цуров. На его счету сотни работ не только в Ингушетии, но и по всей стране. Последний заказ художнику поступил от футбольного клуба «Спартак Москва». Изготовить бюст как символ для болельщиков. Несмотря на плотный график, Юсуп всегда находит время для своих учеников, которые, к слову, достигли больших результатов для своего возраста. Уже 3 занимаются своим делом. Они уже в магазины поставляют сувениры, то, что можно было пока за 2-3 месяца, которые они обучались, они полностью приобрели, уже какая-то польза от них уже исходит и своим родным, и приходят сюда за новыми навыками, опять берут свое мастерство, опять уходят. По соседству в актовом зале декламируют стихи члены литературного клуба. На сцене рекордсмен Дома культуры Али Цуров. Он записался во все кружки, которые только есть в ДК. Что сохранить хотел бы я в веках, не знаю, без особенных затей. Я описать попробовала бы, как укладывают женщины детей. Я посещал танцы, лепку, вокальную группу. Вот в вокальной группе мы учим стишки. Мне нравится наш педагог. Он нас учит тому, чему как выражать наши чувства. Возглавляет литературный клуб известная поэтесса, первая ингушка, которая состоит в Международной академии творчества, а по совместительству и директор Дома культуры Тамара Чиниева. На ее счету 3 сборника стихов собственного сочинения, и ей уж точно есть чем поделиться с ребятами. Я стараюсь привлечь туда пишущую молодежь. Мы занимаемся текстообразованием на этих занятиях. Эти занятия состоят из 2 частей, теоретической и практической. Теоретическая, где мы изучаем биографию разных поэтов, писателей, то говорим об авторах,
А практическое уже учимся писать. Ну, я как поэт больше делаю акцент, конечно, на стихи, но мы пишем и эссе, и рассказы, и сказки. То есть кто на что гораст, все. После занятий уже по традиции ребята дружно собираются в библиотеке. Девочки читают книги, а мальчики предпочитают журналы, особенно «Мурзилку». Ведь на последней странице их ждет увлекательная игра про космос. А первая? Библиотека открылась недавно. Здесь около 3000 книг будет на разные темы. Там художественная литература, классика русская. И по отделам тоже дети приходят сюда, читают книги, ну, рисуют иногда, любят играть в игры разные. В шашки, шахматы очень тоже любят играть. Я провожу неделю в Дом культуры с подружками. Мы здесь рисуем, читаем, раскрашиваем. Играми, но и про главное назначение библиотеки ребята не забывают. У меня вот это очень любимо. Здесь рассказывается про грибы, про пауков, про животных здесь разговаривается. Кто в горах, в лесах живут. Про ос здесь рассказывается, про жуков. Здесь написано, какие опасные, а какие нет. Да, какие ядовитые, а какие нет. Я только сегодня пришла, и мне очень нравится, где здесь поют песни, они очень красивые. Дом культуры, который стал почти вторым домом для всей сельской ребятни, был открыт в прошлом году. Сегодня жителям сложно вспомнить, как они раньше обходились без собственного ДК. Дом культуры, я дом культуры. Да, вот раньше у нас дома культуры не было, в этом селе не было. Это село, правда, недавно обосновали. Вот, мероприятия таких, вот, как у нас, вот, проходят здесь раньше не бывали. Сходы бывали в школе, но там таких помещений, вот, как у нас, актового зала же нету, помещения маленькие. И вот за счет этого нам повезло с тем, что нам построили Дом культуры. Зязиков-Юрт далеко не единственный населенный пункт Ингушетии, в котором был открыт Дом культуры. Место для досуга, сельских талантов, а также проведения сходов граждан. И других значимых мероприятий появилось даже в самых отдаленных точках республики. Аршты, Гази-Юрт, Ахки-Юрт. Перечислять можно долго. С появлением условий развивается и талантливая молодежь. Победителями различных международных вокальных конкурсов сегодня становятся учащиеся вот таких домов культуры. Масштабные объекты в регионе планируется возводить и в ближайшие годы. Поэтому Ингушетия продолжит свое развитие во всех направлениях, повышая качество жизни населения. В 2019 году в республике появится 24 детских сада, 8 новых школ, 6 домов культуры, 8 инженерных сетей, 3 объекта здравоохранения и 1 спортобъект. А к 2020 году дома культуры появятся во всех населенных пунктах республики. Альмина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.